Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провели рабочую встречу, обсудили вопросы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя регионами. Дмитрий Азаров отметил, что между регионами установилось тесное сотрудничество. Глава Ингушетии подчеркнул, что регулярные авиарейсы, которые были запущены летом прошлого года, способствуют увеличению взаимного пассажиропотока и развитию туризма. Дмитрий Азаров отметил, что есть большой потенциал в наращивании сотрудничества двух регионов в сфере АПК, образования и науки, здравоохранения и культуры. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что потенциал Самарской области в сфере образования и науки очень мощный. Также налажены в сфере культуры, благодаря чему творческие коллективы регулярно выступают на концертных площадках Самары и Тольятти. Также во время встречи был затронут вопрос по развитию сотрудничества в рамках работы научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Кроме того, налажено взаимодействие с университетами Белоруссии. Махмуд Али Калиматов отметил, что в последние годы в республике акцент сделан на развитии современных технологий. Создается специальная IT-академия, где молодежь будет учиться бесплатно. Уважаемый Махмуд Максарифович, рад нашей очередной встрече. Между нашими регионами установилось тесное сотрудничество. Понятно, что регионы связаны тысячами судеб, системой экономических взаимоотношений, партнерства между нашими предприятиями. И, конечно, импульс развитию сотрудничества придал рейс прямой, регулярный из Самарской области в Ингушетию. Я очень рад, что это также способствовало оживлению экономических связей между нашими регионами. Я знаю, что целый ряд есть предложений по развитию сотрудничества в сфере не только экономических партнерских отношений, но и в сфере образования, культуры, здравоохранения. Мы с удовольствием, конечно же, откликнемся на все предложения. Ну и ряд идей есть, которые в Самарской области также сегодня был бы рад обсудить. Я рад встрече. Прямой рейс, во-первых, туризм развился. Не только в Самаре, он в Ингушетии тоже. Но самое главное, что вы сказали, первое, по образованию. Благодаря Самарской области мы понимаем, что потенциал, конечно, мощный. И мы с вами говорили, у нас соглашение с техническим университетом, взаимодействует университет государственный Ингушетии. Мы ставили задачу техническое развитие, чтобы специалистов, инженеров готовят по АвтоВАЗу, мы говорили, да? То, что вот этот рейс помогает, у нас до 100 человек уже, я знаю, и материальные составляющие помогли. Молодежи-то много, более 36% от населения. АвтоВАЗом обговаривали, у нас АПК Суджа выращивает овощи. Вторая очередь у нас будет уже к весне 20-22 тысячи тонн. И я думаю, продолжим взаимодействие двух субъектов. Меня очень заинтересовал ваш проект по подготовке IT-специалистов, который вы развиваете. Встреча была у нас год назад, благотворительный фонд САФМАР, руководитель УТВ Михаил Ставарбекович. И когда эта идея пришла, и молниеносно все было сделано, это огромные деньги, но вложилось. Это бесплатное обучение. В республике будет IT-академия выпускать 500 программистов. По потребности вы знаете, что у нас в целом и в стране, в России нашей, да, потребность очень высокая в отношении IT-специалистов. И мы их будем готовить. И самое главное, я подчеркиваю, это бесплатно. Я еще хотел, чтобы мы тему научно-образовательного центра мирового уровня затронули. Я напомню, что у нас межрегиональный, туда входит 6 регионов, а если считать представительство университетов, то там уже, по-моему, 10 регионов, плюс у нас с 3 университетами Республики Беларусь, даже партнерство в рамках научно-образовательного центра и Академии наук Республики Беларусь. И, может быть, здесь тоже будет интересно и для университета Ингушетии, и для республики в целом, да, подключиться к этой работе. Там направлений 6 основных. Понятно, что это и двигателестроение, и топливо, но есть, например, и умные агро, да, направления, очень мощные.